Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоялся концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отрар Сазы». Событие организовано в честь выдающегося казахского композитора и дирижера Халык Кахарманы, народного артиста КАС СССР и СССР Нургисы Тлендиева, которому в этом году исполнилось бы 93 года. День рождения отца 1 апреля. В этом году ему исполнилось бы 93 года. К сожалению, время концерта ограничено, поэтому сегодня прозвучало 21 его творение. А так, конечно, хотелось бы, чтобы зрители услышали сразу все его произведения. Музыкальный коллектив «Отрар Сазы», носящий имя выдающегося композитора, по праву считается одним из лучших фольклорно-этнографических оркестров страны. В этом мог убедиться каждый слушатель, посетивший этот концерт. По-моему, произведения отца никогда не забудутся, потому что молодые музыканты очень часто звонят и просят разрешения. Говорят, мы бы хотели спеть или исполнить песню Нургисы Ага. Можно ли обработать его музыку? И до тех пор, пока есть молодые талантливые ребята, интересующиеся его творчеством, его никогда не забудут. Нургиса Тлендиев и его творчество являются достоянием Казахстана. Он автор более 500 музыкальных произведений. Гости концерта получили возможность услышать самые популярные и выдающиеся из них. В Астане прошел предпремьерный показ трагедии «Отелло». Постановку, посвященную 20-летию Астаны, представил Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева. Для подготовки этой постановки нам потребовалось более 4 месяцев. Представить на большой сцене такое масштабное произведение – задача не из легких. Для этого и актеры, и режиссер были в постоянных поисках. Но, надо сказать, все, что было сделано для этого, себя оправдало. Оригинальная версия «Отелло» состоит из 3 актов и длится 3 часа. Коллектив театра «Калики» смог сократить ее до 1,5 часов. Главную роль исполнил заслуженный деятель Республики Казахстан Куандык Кыстыкбаев, который с невероятной точностью передал образ ревнивца. Он ведь не спросил как-то по-мужски у Яга или у Кассио, надо было спросить, на самом ли деле Дездемона сама дала ему платок. Вот в этом моменте немного сложно. А все те другие качества, которые были в нем, это и эмоциональность, и доверчивость, и его смелость, я постарался передать своей игрой. Данную постановку на казахском языке первым поставил Шакен Айманов, позже артисты театра имени Мухтара Ауэзова. Премьера «Отелло» в исполнении труппы «Калики» состоится уже сегодня на сцене Дворца мира и согласия. Не пропустите. Оперу Еркегали Рахмадиева «Камар Сулу» представили жителям и гостям столицы студенты КАЗНУИ. Известная казахская опера была визитной карточкой ни одного театра Казахстана. Роман Султан Махмута Турайгырова обрел жизнь на сцене после того, как молодой Рахмадиев в 1957 году представил это произведение в качестве своей дипломной работы. «Камар Сулу» – это великий поэтический текст Султана Махмута Турайгырова. Это любовь. Настолько философия, настолько созидание. Это как раз столько музыки там, столько любви, ласки, отношений к людям. Детально выверенные сценические образы, костюмы, передающие дыхание времени и, конечно, четко проработанные партии каждым солистом. Вот он залог успеха любой постановки. Этого и добивались режиссер-постановщик оперы, дочь великого казахского композитора Найля Рахмадиева. Главное пение, главное умение работать с оркестром, но еще и важно донести смысл произведения. Вообще оркестру важно донести, что сказал автор, композитор, а вокалистам, что сказал композитор и что сказал Турайгыров в своем произведении. Понимаете? То есть очень важен все равно текст и осмысленное исполнение. Роман «Камар Сулу» был написан в 1914 году. Это страстный протест против произвола и беззакония в защиту женщин, в котором Турайгыров часто прибегает к ярким эпитетам, поговоркам, пословицам, крылатым выражениям, созданным самим автором. Премьера оперы состоялась в апреле 1963 года. Тогда главную роль исполнила народная артистка СССР Роза Джаманова. В этом году оперной певице исполнилось бы 90 лет.